Я всегда половинку возьму с собой в карман, да, на память. Поздравляю. Еще один проект. Радостное событие со всей республикой сегодня разделили те, кто в первую очередь причастен к этому. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов и известный предприниматель Микаил Гуцериев открывают республиканский филиал одного из самых крупнейших в России радиохолдингов «Крутое медиа». Открытие двух радиостанций «Шансон» и «Дача» станет серьезным шагом в обеспечении региона профессиональными, высококвалифицированными кадрами в области медиабизнеса, журналистами и менеджерами. Тем более, что в открываемых студиях используется самое современное оборудование и новейшие технологии. Ну, расскажи, как будет вещать, куда идти, откуда? Значит, у нас планируется так. Значит, 30% будет местного контента, 70% будет федеральный контент. Вещание распространяется на все близлежащие регионы практически и на всю Ингушетию. Вот мы планируем, в принципе, приступить к работе. И... У нас там Малгобек, там чуть позже, да? Там или все сейчас? готово. Там все висит. Все готово. Все хорошо, будет вещать. Голос Ингушетии будет слышен в Чечне, Грозный, Владикавказ, Беслан, Нальчик. Руководитель субъекта Махмуд Али Калиматов и владелец холдинга «Крутое медиа» Микаил Гуцериев с удовольствием ознакомились с оснащением региональных представительств радиостанций «Дача» и «Шансон». Это две современные студии со всем новейшим оборудованием, где созданы все технические условия не только для прямых эфиров, но и для трансляции живых концертов. Благодаря поддержке главы Ингушетии и финансированию, выделенному Микаилом Гуцериевым, все это было создано за 3 месяца, так что новости, новые хиты и приятное настроение от ведущих программ достигает даже высокогорного Байни. Это очень любимая радиостанция, очень долго она существует на федеральном радиорынке. Вот. Миллионы. Да. Вся эта прекрасная студия со всеми своими техническими возможностями. У нас в Москве даже нет. В Москве, да? У нас сами. Ну вы так не говорите. Не говорите просто. Отделы информационных и музыкальных редакторов, планирование эфира. На радиостанциях также трудятся продюсеры шоу, главные и гостевые редакторы, программные директоры и, конечно же, ведущие. Благодаря договоренности главы Ингушетии и известного предпринимателя Микаила Гуцериева здесь будут созданы новые рабочие места. Кухня у нас для то есть здесь прям все есть. Свое, да? Все удобства предназначены. Это очень удобно, чтобы не Сейчас ходили. мы после Нового года собираем людей, если они согласятся, да, в Москву на 3 месяца на станции поработать. Они будут там стажироваться, оформят здесь, оплатят им проезд, оплатят проживание в Москве. И сколько там, 5, 6, 7 человек, они, да, 7 человек, они будут работать на наших станциях в Москве. Дубль тоже, наверное, Обучаться будут? Общаться будут там. Одновременно, пока будет вещание оттуда идти в Московское, как только они подготовим на уровень московский, федеральный, они возвращаются и начинается 30% новый местный контент и 70% федеральный. В эфире радиостанция «Дача» с ее жизнерадостным ведущим музыкальных программ Даней Борисовым. Праздничная суета. Легендарный праздничный хит блестящих на волнах радио «Дача». Как известно, под Новый год случается много чудес. Вот и в славном городе Магаз одно такое чудо случилось. FM-пространство Республики Ингушетия наполнилось большим количеством лучших отечественных хитов. Приветствуем всех жителей Ингушетии, поздравляем с наступающим Новым годом и еще раз говорим, хорошо там, где есть радиодача. Я уверен, вы не раз это заметите. Ну а в эфире далее встречаем не менее легендарную композицию группы «Ласковый май». «Седая ночь» продолжает эфир радиодача. Собственно, точно такая же атмосфера в соседней студии создается Артемом Деминым. 10 часов в Магасе, вы слушаете радио «Шансон», и такая опция стала доступна жителям Ингушетии благодаря открытию в Магасе новой, современной и невероятно красивой студии радио «Шансон», не имеющей аналогов в мире, в которой я, Артем Демин, ведущий утреннего шоу в формате 2D, нахожусь прямо сейчас. Всем огромный привет и отличной пятницы. Предлагаю послушать самый новогодний хит.
Частота 96,5 FM диапазона известна всем постоянным радиослушателям шансона. Неважно, сколько им лет, находятся в дороге или слушают дома. Контент был и остается востребованным и желанным для своих постоянных радиослушателей. Кроме того, на радио будут создавать местный контент, а это 30% эфира, что дает огромный толчок и большие возможности для продвижения ингушской культуры, истории и, конечно, творчества местных исполнителей, даже за пределами республики. Радио «Шансон» — это бренд с большой историей. Нам исполняется 25 лет в 2025 году, и за это время мы стали радиостанцией, которую в нашей стране знают, наверное, абсолютно все, от мала до велика. Это радиостанция, которая объединяет миллионы людей. Это станция, которая стала отражением жизни в нашей стране. Причем шансон сам по себе — это музыкальное направление, которое всегда было зеркалом нашей жизни. Это станция, которая делается людьми, станция, которая делается для людей. Радио «Дача» транслируется на частоте 92,2 FM. Следует напомнить главные ценности, объединяющие всех слушателей «Дачи». Доброта, любовь к своей семье, своим близким и к любимым хитам «Радио Дача». Мы сегодня неимоверно счастливы поприветствовать всех слушателей, и мы надеемся, что эта радиостанция объединит и поможет процветанию республики и всецело объединит музыкальное поколение, которое делает это каждый день. Радио Дача входит все-таки в 5 лучших национальных станций по рейтингам по всей России, и мы гордимся нашими успехами, гордимся нашим ростом, развитием, и, конечно же, появление Радио Дачи здесь, в городе Магас и в республике Ингушетия для нас это большое событие. Радиостанции входят в медиахолдинг «Крутой Медиа», который формирует индустрию радио в стране более 20 лет. По сути, это один из крупнейших радиохолдингов России, которым владеет композитор, поэт, президент группы «Сафмар» Микаил Гуцериев. Радиостанции представлены во всех уголках нашей страны. В зоне уверенного приема более 3000 городов и населенных пунктов России и стран ближнего зарубежья. Запуск вещания в Ингушетии открывает большие возможности для развития туризма в целом. Ингушетия говорит, а значит, о республике слышат. Мы объединяем здесь самые замечательные ценности, которые приветствуются всегда: любовь к семье, любовь к музыке, любовь к своим родителям. Все это вы можете услышать в любимых музыкальных композициях «Радио Дача», которые объединяют в себе легендарные, любимые всеми хиты и, естественно, те современные музыкальные композиции, которые вы можете слышать во всех стриминговых платформах и во всех чартах страны. Важно, что планируется формирование команды местных специалистов, которые начнут производить оригинальный контент и формировать сетку вещания в соответствии с потребностями жителей республики. Это рабочие 2 студии. Они мирового масштаба по качеству, оборудованию. И все это предложение и формат этого всего придумал и претворяет в жизнь Микаил Саварбекович. Оценить это сложно. Я радуюсь каждому доброму делу, что у нас происходит в республике. Но столько сделал, вот, внесли вклад, и в будущем еще внесут. Проекты здесь, да. Понимаете? Но если, давайте, цифру я вам назову. Более 7 миллиардов рублей за неполных 2 года сюда вложены. Фондами, как инвесторами. На этом рождается уважение и любовь к людям, друг к другу. Понимаете? Вот это и принес, и приносит сегодня каждый участок работы, который Микаил Саварбекович определяет в нашем субъекте. Это музыкально-развлекательная программа. Это, без сомнения, вне политики. В политике мы не участвуем. Политикой занимается наш уважаемый Махмуд Али и его команда. Мы же только способствуем, помогаем. И это будет очень много новых интересных программ, я в этом убежден. Образование, стремление к саморазвитию и добрые помыслы, как путь к светлому будущему молодежи. Не раз подчеркнули как глава республики Махмуд Али Калиматов, так и инвестор Микаил Гуцериев, отвечая на вопросы представителей СМИ. Сегодня, я вам скажу, каждый молодой человек должен найти здесь, у нас, где родился, как говорится, там пригодился, должен здесь претворять в жизнь свои видения, мечты. Он может это делать, вот для этого и создаются такие объекты. Нужно идти к свету, нужно образование. Нужен процесс непрерывный, самообразование. Вот я сейчас, это не шутка, я сейчас одну вещь скажу. Я знаю очень много стихов русских классиков, наизусть.
могу, действительно знаю, там 400 наизусть стихотворений. Из них 30, наверное, я выучил в Москве на светофоре. На светофоре стоишь, это было еще раньше, в молодые годы, когда я за рулем ездил, останавливаешься, у тебя есть минута. И книжка со стихами ты учишь, строчку. Еще светофор. И так там Ахматову я практически все выучил на светофорных, на красном свете московских улиц. Процесс самообразования непрерывный. То есть к свету идти, а не в темную комнату. Вот я им желаю искать свет, все время заниматься самообразованием. И в один день щелкнет и включится свет в этой черной комнате. Поэтому, если ты хочешь добиться чего-то для себя, для своих близких, для своей родины, для своей страны, для своего народа, для своей культуры, ты должен непрерывно самообразовываться. Открытие филиала крупнейшего радиохолдинга «Крутой медиа» в Ингушетии с вещанием 2 радиостанций «Дача» и «Шансон» – большое начало, как выяснилось, перед еще большим продолжением. В ближайшем времени мы планируем на других частотах уже открывать остальные наши радиостанции нашего холдинга. Это будет Love Radio, это будет Восток FM. Об этом в ближайшем будущем мы скажем более конкретно. Руководство региона и лично глава Ингушетии Махмут Али Калиматов прилагают все усилия для того, чтобы республика не только жила своей славной историей, но и активно развивалась, уверенно смотрела в будущее. В ноябре 2022 года Махмут Али Калиматов и Микаил Гуцериев договорились о реализации на территории Ингушетии значимых проектов в сферах образования, культуры, здравоохранения, туризма, а также поддержки социально уязвимых категорий населения. В Горной Ингушетии активно ведется реконструкция башенных комплексов. Обновлен мемориал жертвам событий 1992 года Гуазот-Кашмаш. Проведен капитальный ремонт школы-гимназии Марем в городе Магас. В планах создания в республике современного многопрофильного медицинского центра с полным циклом диагностики. С 2023 года в Ингушетии велась реконструкция кладбищ как мусульманских, так и православных. Для республиканского перинатального центра фонд «Возрождение» приобрел современный реанимобиль, а для аэропорта Магаса специальный амбулифт, который существенно облегчил посадку в самолет маломобильных граждан. Перед новым учебным годом закупили новые современные учебники почти для всех школ в республике. В Сунже отреставрирован построенный в 1956 году Дом культуры. Для Ингушской филармонии приобретены современные музыкальные инструменты и оборудование, а также микроавтобус для музыкантов. Провели капитальный ремонт всесезонного детского оздоровительного лагеря «Эрзи». Строится в Магасе современный торгово-развлекательный центр общей площадью 8000 квадратных метров. В феврале текущего года в Магасе начала работу Академия цифрового развития, уникальный центр развития компетенций в сфере информационных технологий и управления технологичным бизнесом. Академия цифрового развития объединила в себе бесплатную школу программирования «Школа-21» и бизнес-акселератор Ингушетии. Открыли IT-отель. Планируется создание инновационного научно-технологического центра и технопарка. Таким образом, проекты Микаила Гуцериева направлены не только на решение текущих задач, но и на создание инфраструктурных стратегических возможностей для реализации того мощного экономического, социального, культурного и кадрового потенциала, которым обладает Республика Ингушетия. Адам Мережков, Сулейман Костоев, Магас 24.